Здравствуйте, в эфире Зарема Мусаева. Вас приветствует канал Берге ТВ с дайджестом наиболее важных на сегодня новостей. И сегодня в выпуске: предстоящая поездка Садыра Джапарова в Россию, медицинские вузы страны исключены из черного списка Пакистана и Россия выделила помощь МВД страны. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров 24-25 февраля текущего года совершит свой первый зарубежный визит в качестве главы государства в Российскую Федерацию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской республики Дастан Дюшикеев. Как он отметил, внешнеполитический курс Кыргызской республики нацелен на дальнейшее укрепление и всестороннее расширение и развитие союзнических отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией. В рамках предстоящего визита Садыр Джапаров проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия. В ходе визита также планируется проведение двусторонних встреч главы государств с председателями правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентином Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Кроме того, на полях визита состоятся встречи с бизнес-сообществом России, а также с соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах. На выборах местные кеңеши впервые пройдут теледебаты. ТИК предстоит отдельно провести жеребьевку по распределению эфирного времени. Об этом сообщили в ЦИК. Уточняется, что этот формат агитации дает максимум информации о кандидатах. Несмотря на имеющиеся в дебатном процессе недостатки, граждане активно наблюдают за ними. Дебаты будут проведены на местных выборах впервые, поэтому нужно готовиться. Возможно, дебаты будут проведены между лидерами партии. Сейчас идет обсуждение формы дебатов. Либо они будут тематические, либо по категориям кандидатов, либо смешанные, пояснила глава ЦИК Нурджан Шайлдабекова. Она напомнила, наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ, следившие за ходом президентской и парламентской кампании, отметили как недостаток, что дебаты вместо споров, дискуссий о путях, методах каждой партии, которыми они собираются решить проблемы в стране, превратились в межличностные разборки. Бесплатное эфирное время нельзя использовать, чтобы распространять негативную и недостоверную информацию о конкурентах. Нельзя унижать оппонентов, озвучивая сведения, порочащие их честь и достоинство. Новшеством для этих выборов местной кеңеши является запрет на проведение культурно-массовых спортивных мероприятий на улицах и стадионах. Они введены для того, чтобы снизить влияние финансовых возможностей на процесс формирования воли избирателя. В рамках рабочего визита министра образования и науки Кыргызстана Алмазбека Бишиналиева в Пакистан был решен вопрос о медицинских вузах Кыргызстана. Как сообщает пресс-служба ведомства, он встретился с президентом медицинской комиссии Пакистана Аршадом Таки, и по итогам переговоров медвузы Кыргызстана были включены в списки А, Б и С медицинской комиссии Пакистана. Согласно ранжиру: А – международные независимо аккредитованные учебные заведения, Б – учебные заведения, прошедшие независимую аккредитацию, но не прошедшие международную аккредитацию, С – неаккредитованные и новые медицинские учебные заведения. Отмечается, что граждане Пакистана, закончившие вузы из вышеуказанного списка, будут иметь беспрепятственный доступ к экзаменам медицинской комиссии. Медицинские учебные заведения, которые недавно открылись, будут внесены в отдельный список. Также сказано, что вопросы, возникшие между двумя сторонами из-за различий в учебной программе, были решены комплексно в соответствии с требованиями Минобразования и науки Кыргызстана. В ходе своего визита Алмазбек Бишиналиев также встретился с председателем комиссии по высшему образованию Пакистана Тариком Банури, и стороны договорились о создании Кыргызско-пакистанского научного фонда, а с министром федерального и профессионального образования Шавкатом Мехмудом были обсуждены вопросы содействия академической мобильности. Правительство России по инициативе МВД Российской Федерации выделило более 5 миллионов долларов МВД Кыргызстана на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Принять предложение МВД России, согласованное с Минфином России, МИД России, финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по оказанию финансовой, материально-технической и организованной помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В 2021-2022 годах в размере 5 миллионов говорится в документе. В распоряжении отмечается, что в текущем году для этой цели будет выделено более 3 миллионов долларов, а в следующем более 2. На этом у меня все. Далее продолжит международные новости с Эрмурасом Аскаровым.
Главные новости мира на сегодня. Здравствуйте. Официальный Вашингтон ответит Москве не просто санкциями за массовую хакерскую атаку на американские федеральные учреждения, якобы имеющую место в декабре минувшего года. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан. По его словам, ответ будет включать в себя набор видимых и невидимых инструментов. Он добавил, что сейчас сотрудники разведки устанавливают масштаб ущерба и выявляют лиц, причастных к гиператакам. По словам помощника президента, для подготовки ответных мер понадобится недели. Американские власти работают над этим, заявил Салливан. Владелец парикмахерской в немецком Байрете продал за 422 евро запись на первую стрижку после закрытия парикмахерских в декабре прошлого года. Парикмахерские и другие аналогичные учреждения закрыты в Германии с 16 декабря 2020 года в рамках ограничений, введенных 2 ноября для борьбы со второй волной пандемии коронавируса в стране. Жители сел Малокурильская и Крабозаводская на острове Шикотан, а также поселка Южно-Курильск на Кунашире ощутили подземные толчки, сообщили в региональном ГУ МЧС Российской Федерации. Сейсмособытие произошло в ночь на 21 февраля в 00:20 по местному времени. Зарегистрировано землетрясение в 48 километров южнее села Крабозаводская. Магнитуда 5,1, глубина 160 метров. Ощущаемость сейсмособытия составила от 2 до 3 баллов, говорится в сообщении пресс-службы Главка. Тревога цунами не объявлялась. Проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Ну на этом у меня все. С вами был Бригет ТВ. Подписывайтесь на наш канал, переходите в наши социальные сети. Далее будет прогноз погоды. До скорых встреч!